Всем здравствуйте. Специально вышла на улицу, чтобы показать, где я живу. 2 гектара земли. На 3 километрах нету населенного пункта. Деревня находится вон там. Угу. У меня есть машина, она сейчас замерзшая. За 100 рублей таксисты мне привозят все, что мне надо. Вот. Красота, тишина и покой. Я вообще всем рекомендую переезжать на гектары. Землю я получила не как дальневосточный гектар, а под ЛПХ, личное подсобное хозяйство. Так мне порекомендовал землеустроитель. Оформление стоит всего 6 тысяч, очень быстро делается, не нужна вся вот эта вот суета с дальневосточным гектаром. Условия использования такие, что гектар я получаю, если у меня не будет животных, и 2 гектара, если у меня будут животные. Вот этот домик мне построили всего за 5 дней. Зимний дом под ключ построили 6х6 за 5 дней, каркасный дом. Вот такой у меня гараж, армированная тепличная пленка в 2 слоя, и там тепло. Там на 10 градусов теплее, чем везде. Ой. Такой небольшой экскурс. Так. Печка длительного горения. Современная технология позволяет даже городскому жителю жить прекрасно, потому что эта печка сейчас в минус 44 держит 11 часов тепло. 11 часов. Эта печка длительного горения, она работает за счет тления. Предыдущие жители сказали, что к утру у них становится холодно. У меня дома все время плюс 30 градусов, очень жарко, очень жарко. Так, вот так вот. Что еще могу сказать? Я коренной городской житель, да, мне 43 года, я переехала на гектар жить одна. В этой деревне я никого не знала, совершенно никого. Просто это была моя детская мечта, и переехала я в 2019 году осенью, и в 2020 году наступила пандемия. Я поняла, что я сделала правильный выбор, потому что город, он сразу просел по безопасности своей, да, это каменный муравейник. Поэтому на гектаре я совершенно не почувствовала пандемию. Моя жизнь как текла, так и текла. Совершенно ничего не изменилось. Да? Не было никакой изоляции. Жизнь в деревне действительно намного спокойнее, намного... Жизнь действительно чувствуется. Ведь город выезжает на природу, чтобы отдохнуть. А я, получается, живу наоборот на природе. И вся эта красота кругом, вокруг меня. 365 дней в году, 10 летом еще лучше. Да? Я живу в Амгинском Улусе, село Балугур. Выбрала место здесь. Вот, прямо на берегу реки. Здесь очень красиво. Так, электричества нету. У меня генератор 2,5 киловаттный. 1 раз в неделю я заряжаю такие вот сотовые аккумуляторы. И за счет них у меня есть сотовая связь. Тут прекрасная сотовая связь 4G. За счет этого я могу работаю по всей России. Моя профессия, я вообще самозанятая. Я работаю как лайф-коуч, как психолог. И ко мне обращаются со всей России. И благодаря мобильному банку доходы у меня постоянно потихонечку капают. Что еще? Освещение светодиодное. И на автомобильном аккумуляторе. Вот автомобильный аккумулятор. Светодиоды. Тут их сейчас не видно. Вечером достаточно ярко все освещают. Часть времени на свечках. Очень романтично. Так, в 2019 году я переехала, я была не замужем, и потом вышла замуж. Поэтому через год, да, практически зимой я одна, муж в городе зарабатывает, и это абсолютно нормально. Очень классно, я очень быстро привыкла. Я абсолютно городской житель, в деревне никогда не жила. Но потренировалась 3 года, чтобы жить именно в частном доме. Вернее, 4. Специально вот с печным отоплением, с водой. Вот. Поэтому я рекомендую, действительно, это здорово, иметь землю свою. И по части демографии, это очень важно. Вот то, что вы затронули сегодня эту проблему. Очень много проблем одиноких людей. И чтобы этой проблемы не было, демография, ведь рождаемость, она же идет из семьи.
чтобы семьи создавалось, надо начинать воспитание именно с детских садов. Ну, в частности, вообще надо от полных семей, чтобы рождались дети, и уже в детских садах, гендерное воспитание, в школах тоже. Это тоже имеет очень большое значение. И финансовое, личное, финансы, образование, чтобы тоже ввели в школах. Это очень важно.